От промышленности до сельского хозяйства, снижение госдолга и улучшение водоснабжения. В Ингушетии продолжается работа по улучшению комфорта населения. Делается все для того, чтобы жители уверенно смотрели в будущее. Одно из самых больших достижений – уход от мер бюджетного принуждения. Перед федеральным центром у региона был многомиллиардный долг. Он собирался не один год. Благодаря работе руководства и правительства региону удалось выбраться из долговой ямы. Непростая ситуация складывалась в тот период. В момент прихода Махмуда Алимова Шариповича, главы Республики Ингушетия. Общая сумма кредиторской задолженности у нас 11,8 миллиарда рублей, а собственные доходы на тот момент составляли 4 миллиарда рублей, то наша кредиторская задолженность была в 2 раза больше, чем собственные доходы годовые. Поэтому и была очень непростая ситуация, когда нужно было принимать кардинальные меры. И нужно было в первую очередь принять меры по реструктуризации либо отсрочке этих долговых обязательств для того, чтобы республика могла свободно исполнять принятые на себя расходные обязательства, в том числе и социального характера. Как и в предыдущие годы, главными задачами перед властью региона остается реализация национальных проектов, исполнение послания президента России. На развитие республики в прошлом году из федерального и регионального бюджетов выделили более 19 миллиардов рублей. В 2023 году у нас 12 нацпроектов, было 44 региональных проектов и 7,3 миллиарда, которые были выделены на нацпроекты, их кассовое исполнение составило 99,6. Это рекордные цифры по освоению денежных средств. То есть мы не дали пропасть ни одной копейки и наверх Москву не вернули. Активно развивается реальный сектор экономики. В 2023 году запустили 2 крупных предприятия. Один из них новый, второй реанимировали. Так в Ингушетии началась новая глава в развитии промышленности. Предприятие приносит прибыль, заработали швейное производство и обувная фабрика. Запустили птицекомплекс «Южный», завод по производству локальных очистных сооружений, комбинат детского питания, вторую очередь завода «Ряак». То, что раньше покупалось, та же фурнитура, она покупалась за границей, в Европе, сегодня это делается в Республике Ингушетия и продается по всей стране и даже на экспорт. Поэтому это очень хороший импульс для развития Республики Ингушетия, для развития экономики, для создания новых рабочих мест. Суммарно, как я понимаю, на этих 2 заводах создано 400 рабочих мест. И это здорово, это дополнительные будут налоги и занятость. Поэтому хочу сказать, что это поддерживается правительством Российской Федерации. Это абсолютно идет в русле импортозамещения, о котором сказал президент. То есть республика соответствует задаче, поставленной президентом Российской Федерации по технологическому суверенитету именно сейчас в этой отрасли. Ну и, конечно, хочу сказать слова благодарности команде, руководителя региона, тем инвесторам, которые сегодня вложили в экономику Республики Ингушетия. При поддержке, в том числе, правительства Российской Федерации. Будем и дальше вместе работать, чтобы развивать экономику Республики Ингушетия. Все предприятия обеспечили новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Ингушетия в 2023 году себя показала лидером не только по качеству дорог, приросту населения и достижениями в сельском хозяйстве. Мы вошли в 5 лидеров и по увеличению производства. Рост составил более 17%. Если посмотреть по динамике за последние 5 лет промышленного производства, в принципе, у нас снижение только 2020 год. Но это понятно, был ковидный тяжелый год. Промышленное производство во всех регионах, в принципе, снижалось. И во всем мире такая ситуация складывалась. И постепенно, начиная с 2021 года, постепенно повышалось промышленное производство. И мы вошли в 5 лидеров, показав такой объем производства. Наблюдается рост субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодня их 6300. Численность их работников также увеличилась и составила около 8000 человек. Число самозанятых граждан выросло почти в 2 раза и достигло 16 500 человек. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выделено около 40 миллионов рублей для предоставления услуг гражданам, которые хотят вести бизнес самозанятым и молодым предпринимателям. Из года в год в Ингушетии улучшается инвестиционный климат. В республике создали такие условия, чтобы предприниматели смогли развивать свой бизнес.
В 2023 году продолжилось развитие сельского хозяйства республики. Объем производства сельхозпродукции превысил 20 миллиардов рублей. Увеличение наблюдается во всех категориях отраслей. Томаты, яблоки, черешня, орехи, бахчевые. Выращивают даже экзотический арахис. Высокие результаты приносят такие мощные объекты, как сад-гигант Ингушетия, агрокомплекс Сунжа, а предприятие Алмавит Фрут на 50% увеличило урожай черешни. Пока наши спортсмены показывают свое мастерство на коврах, татами и в рингах, в республике активно продолжается строительство новых объектов. В различных сельских поселениях устанавливаются спортивные площадки, а школам в дар передают спортинвентарь и оборудование. В прошлом году начато строительство фока в Барсуки, его планируют открыть до конца этого года. А в Сунже новый фок с бассейном уже запустили. Нам нужно их строить, потому что у нас молодежи много. И то у них внутренняя энергия, они должны ее использовать в тех спортивных зданиях, сооружениях, где это нужно. Потому что это для нас, вот у нас мы перечисляем чемпионов наших, дух бывающий. И мы гордимся, телевизор выбор хороший, чижда, да? А мы чествуем их. И поэтому для Сунжи, для республики в целом, это очень удачно и красиво сделано. И когда, я помню, жители собрались, я обещал тогда, что мы это сделаем. Мы сказали, мы сделали. Водоснабжение – главная проблема в летнее время. Ветхие линии, бесконечные порывы и сотни недовольных людей. Сельские поселения Малгобекского района, микрорайоны Сунжи и Назрани, Гайрбекюрт и лидер этого списка Плиева. Жители ряда населенных пунктов годами летом сидели без воды. В Плиево эту проблему решили за счет установки каптажного колодца, а пару месяцев назад впервые за несколько лет воду подали в Гайрбекюрт. Глава Ингушетии знает проблему с водоснабжением каждого сельского поселения республики. За последние несколько лет по указу Махмуда Али Калиматова заменены несколько десятков центробежных насосов. Удалось значительно повысить добычу воды. Помощь оказал Национальный фонд развития. Главная задача на сегодня – замена разводящих сетей. Некоторые трубы проложены пару десятков лет назад и свой ресурс исчерпали. На данный момент завершена модернизация Альтиевского водозабора. Разработан проект Асинского водозабора. Заработают две линии, которые в первую очередь подадут воду, где она особенно необходима. Мощность нового объекта 100 тысяч кубометров в сутки. Вода будет поступать из подземных источников. В соответствии с поручением главы, за счет федеральных средств из резервного фонда федерального была разработана проектная документация на водозабор на реке Аса. Мощность водозабора на реке Аса составляет до 100 тысяч кубометров в сутки. Дело в том, что при проектировании такого объекта по нормативам необходимо учитывать график развития на ближайшие минимум 20 лет. То есть при проектировании этого объекта мы учитывали с учетом нашей положительной, хорошей демографической ситуации вплоть до 2040 года. В связи с этим у нас по расчетам получилось так, что этот водозабор будет снабжать 17 населенных пунктов нашей республики с общим населением 300 тысяч человек. В 2020-м для Ингушетии, как и всего мира, начинается самый тяжелый год для здравоохранения. Все внимание к пандемии. И приоритетной задачей был вопрос сохранения нации. Правительство республики приняло все меры, необходимые для защиты нашего населения, живущего в этой республике. Что касается образования, то в рамках национального проекта построено 10 школ на 6 тысяч мест. Еще одна школа на 320 мест построена в рамках программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах. Кроме того, введено 12 детских садов на 1530 мест, которые начнут функционировать с 1 сентября 2024 года. Тут надо сказать слова благодарности президентским программам, по которым
наша республика стала получать огромные деньги. Ведь не было никогда такого, чтобы республика там одновременно в ней шло в год 67 строек. 67 строек. И мы сдавали в год по 24 школы, по 12 садов. И ведь каждая школа это где-то от 70 до 100 человек педагогов. Каждый садик это до 60 человек работников яслей. И у нас практически ушла очередь до 3 лет, если. Во-вторых, это рабочие места, это около 7 тысяч рабочих мест. Значит, и самое-то главное, да, мы ушли от третьей смены, от неудобной третьей смены, все родители всегда жаловались полностью, и от второй смены мы ушли в 50% школы. Так что у нас планы до 30-го года еще надо строить порядка 30 школ, чтобы уйти совсем в одну сменку. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году республика первой по стране завершила работы на 10 объектах дорожной инфраструктуры, в их числе и 2 моста. По федеральной программе содействия проведена реконструкция автомобильной дороги Сурхаки-Яндари протяженностью более 8 километров. Кроме того, согласно госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» завершено 4 объекта общей протяженностью 26 километров. Всего в 2023 году приведены в норму 19 объектов. В планах на 2024 год еще 20. Дорожники Ингушетии ударными темпами работают уже 5-й год. В 2020-м завершилась реконструкция дороги Малгобек-Вежери-Юрт. Протяженность артерии почти 12 километров. Из них порядка 3000 метров идет по лесному массиву. Барьерное ограждение, остановки, разметки – все как и положено. Трасса, о которой жители и не мечтали. Старая дорога была построена еще пленными немцами во времена войны. Здесь лежала каменная брусчатка, на некоторых участках просто земляное полотно. Вслед за Вежери через год изменения пришли и в Сунжинский район. Долгожданную дорогу проложили для жителей Датыха. Всего уложили 17 километров асфальтированного покрытия. Каждый, кто хотя бы раз ездил в Датых, знает, чего стоило проехать по старой дороге. Местные жители мечтали о таких условиях. Социальная политика и занятость, здравоохранение, культура, туризм и спорт. По различным направлениям в республике провели за 2023 год сотни мероприятий. Возводились объекты в различных уголках региона. Так завершено строительство врачебной амбулатории в Сурхаки и Кантышевской участковой больницы на 60 коек. Также завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта в Южное. Ввели дома культуры в сельских поселениях Датых и Гейрбек-Юрт. Завершено строительство корпуса в социально-оздоровительном центре «Дом ветеранов» в Сурхаки. Открыт филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиал фонда обеспечивает персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции, помогает военнослужащим получить полагающиеся им меры поддержки. Компенсируются жилищно-коммунальные услуги 50%, денежная помощь 100 тысяч рублей, которая в настоящее время увеличена до 200, то есть контрактник уходит на СВО, 200 тысяч ему, это принято главой республики решение с 1 января. Даже те, кто ушел, мы все это, Минфин все компенсирует. Назову 2 цифры только вот по СВО. Значит, 570 тонн гуманитарной помощи отправлено с республики. И более 1 200 000 денежных средств на это все и бюджет, и наши спонсоры, и наши люди, которые вот душой отнеслись и помогали. Все на фронт. С самого начала проведения специальной военной операции на Украине Ингушетия оказывает помощь тем, кто сегодня находится на передовой. Сотни тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, теплой одеждой, экипировкой и оборудованием республика уже направила. В Токмакском районе, над которым Ингушетия взяла шефство, отремонтированы водопроводные линии, жилые дома, тоннами доставлена гуманитарная помощь. А проблемы семей, погибших в зоне СВО, лично слушает глава Ингушетии. Что от армии зависит, что от Росгвардии зависит, мы понимаем. Да? Все это выполняется, и президент Владимир Владимирович это на контроле держит. Но в любом случае, вот этой встречи, они должны нам поднимать те вопросы, которые
у нас возникают, чтобы вы не оставались со своей бедой наедине. Да? Вот задача моя. Активно ведется работа, направленная на повышение узнаваемости и увеличение туристического потока в регион, в том числе участие в межрегиональных и международных выставочных мероприятиях, реализация соглашений в сфере туризма с субъектами России. Были реализованы проекты на 3 модульные гостиницы, около 20 миллионов. Также были реализованы на обустройство вот как раз-таки кемпинг-зон, на создание обустройства кемпинг-зон около 80 миллионов. И также на обустройство вот этих туристических маршрутов, улучшение инфраструктуры туристической порядка 100 с чем-то миллионов. Сохранить память и историю народа. Фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева проводит в республике масштабную работу по реконструкции башенных комплексов. В Горной Ингушетии появились остановки, беседки, места отдыха в этническом стиле. В процессе реконструкции всех кладбищ. В начале этого года в республике торжественно запустили IT-академию на базе школы 21 Сбербанка России. Потребность в специалистах, айтишниках, она вообще в любой сфере. Понимаете, как сказал Герман Оскарович, и в сельском хозяйстве, и везде, понимаете. Поэтому для нас это очень важно было. Кампус достаточно большой для республики, сразу 1000 студентов, это очень много. И мы увидим, что по заявкам порядка 3000 заявок на объявленные 150 мест первого отбора, так называемый бассейн, который у нас сейчас проходит. Это очень большое количество желающих ребят. Мы должны идти вперед. И этот шаг с его помощью мы делаем. Спасибо ему, и мы его сделали уже. И мы пойдем, не останавливаясь, и нас никто и ничто уже не остановит. В рамках нацпроектов и государственных программ в прошлом году велось строительство 64 объектов. По федеральному проекту формирования комфортной городской среды завершены работы по благоустройству 22 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях и 1 территория победитель в рамках конкурса малых городов в Магасе. В 2024 году запланировано благоустройство 20 общественных территорий. Всего с 2019 года по данному федеральному проекту обновили 170 общественных территорий. Муслим Ганиев, Магас 24.